Планы и движения, знакомые из балета, сначала даже удивляют. Но так традиционно начинается каждая репетиция госансамбля Ингушетия. Небольшая разминка для разогрева мышц или классическая хореография – часть своеобразного мастер-класса, проводимого в рамках семинара практикума. Зрители и руководители культурных учреждений хореографических коллективов региона. Организатор семинара – Республиканский дом народного творчества совместно с художественным руководителем госансамбля Русланом Годоборшевым. Проводится он впервые. Они узнают многое. Постановка корпуса, правильность рук, позиции, ног. Все в совокупности. В общем, хореографию узнают. Для себя кое-что откроют новое. Но я вижу, среди руководителей есть ребята, которые с высшим образованием. Ну, я думаю, им на пользу это все будет. Практика – это всегда полезно. Цель нашего сегодняшнего семинара – это непременно, с одной стороны, повышение профессионального мастерства руководителей самодеятельного коллектива, а также раскрытие творческого потенциала. Многие вроде бы и работали в госансамбле Ингушетии или Магаз, но в практическом изложении методика преподавания танца, как лучше приобщить детей к искусству танца, как сделать так, чтобы дети не уходили через определенный промежуток времени. Следом танец, яркий и зажигательный. Новая хореографическая постановка уже скоро займет свое место в репертуаре танцевальных номеров ансамбля. Кроме синхронных движений и композиций, постановку корпуса, рук и ног внимательно подмечает и Тамара Тариева, художественный руководитель КДЦ Малгобекского района. Танцами девушка занимается с 3 лет. Балетмейстер-постановщик, хореограф, ведущая солистка и выпускница детского хореографического ансамбля «Зори Ингушетии» всегда рада взять что-то новое от своих коллег. Я являюсь хореографом в Доме культуры, и у меня сейчас будет идти работа над формированием самодеятельного хореографического коллектива, и мне это пойдет очень сильно на пользу. На наш суд сегодня был представлен сванский танец с артистами балета Государственного ансамбля народного танца Ингушетии. Мы очень многое для себя усвоили, была очень четкая синхронность, массовость. Для хореографического коллектива это огромный плюс не только для ансамбля, но и для тех, кто для нового ДК, которые открылись по всей республике. И это огромный плюс, то, что Дом народного творчества организовал такой семинар для всех работников. Но надеемся, что такие семинары будут почаще. Оценивают мастерство танцоров и почетные гости, первые солисты и артисты госансамбля Ингушетия. В их числе Ахмет Магушков, кто стоял у истоков его создания. Заслуженный артист Чечено-Ингушской ССР и первый директор Ингушского госансамбля народного танца. Наблюдая за уже новым составом, он невольно вспоминает то время, когда ансамбль только создавался. Изнуряющие репетиции, неприспособленный для танцев зал, отсутствие условий в старом здании. Вот как в 1993 году рождался знаменитый хореографический коллектив, известный уже и за пределами страны. За 8 месяцев создать государственный ансамбль народного танца Ингушетии, это просто не... Я просто на сегодняшний день, если бы мне это сказали, я, может быть, и не смог бы. С 10 часов до часу дня и с часу дня до 3 перерыв, а потом с 3 часов до 7 часов вечера проходили репетиции. Помещение не отапливалось, стояли 4 конфорки. На этих конфорках стояли большие ведра с водой. Было такое отопление. Не было ни своего транспорта, ни раздевалок. Ахмет Магушков сам 10 лет выступал в ансамбле. Все движения и номера до сих пор помнит наизусть. Поэтому и почетная миссия по закрытию семинара выпала ему. Как и в прежние времена, артист завораживает публику своим танцем. Сейчас все условия созданы не только для ансамбля, но и для других хореографических коллективов региона. А такие практические занятия помогут совершенствовать свое мастерство уже новому поколению артистов. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.